Здравствуйте, уважаемые телезрители! Сегодня мы пришли в Канашский медицинский межтерриториальный центр, чтобы обсудить такую тему, как наркозависимость. Давайте спросим у наших пациентов, что они об этом думают. Как человек старшего поколения, какое у вас отношение к наркозависимости? Против, категорически против этого. Я отношусь отрицательно. Является ли наркоманией курение и алкоголизм? Да, и курение, и алкоголизм. Это наркомания. В любом случае, это вредная привычка, и от них есть зависимость. Поэтому так считаю. Психоактивные вещества можно перечислить и алкоголь, и табак, которыми являются ядами, интоксикантами и вредными и опасными для организма человека в любых дозах. В любом случае, все, что вредит здоровью, к добру не приведет. Скажите, пожалуйста, какую ответственность несут люди за распространение наркотиков? Административную и уголовную ответственность. А какие наркотики вообще вы сами знаете? Я не знаю. Слышали? Неинтересно мне это. А чем отличается, по-вашему, психоактивные вещества от наркотиков? Я не специалист, не могу сказать. Как вы видите, не все понимают разницу между наркотиками и психоактивными веществами. Психоактивное вещество – это любое вещество, которое может изменять у человека его восприятие, настроение, способность к познанию, поведение и двигательные функции. Люди обычно их называют наркотиками, но наркотики они являются одним из видов психоактивных веществ. Вы сможете по внешнему виду определить, употребляет человек наркотики или нет? Нет, не смогу, наверное. А никаких признаков не знаете? Видимо, может, зрачки расширены. Я не знаю, ты не сталкиваюсь. Изменения могут быть следующими. Подросток поздно ложится спать, поздно встает утром с постели. Проводит больше времени вне дома, проявляет чрезмерную говорливость, повышенную активность, проявляет вялость, заторможенность, апатию. Говорит несвязно, заговаривается. Движения неуклюжие, порывистые. Часто агрессивен, потерял интерес к учебе, прежним занятиям и друзьям. Увеличил денежные расходы и стал вытаскивать деньги или ценные вещи из дома. Проявляет частые перепады в настроении, несоответствие настроения ситуации, равнодушие в споре или агрессии по пустякам. Совершает правонарушения. Начал говорить шепотом или на непонятном вам сленге со своими знакомыми по телефону или часто уединяется с ними в безлюдных местах. Завел новых подозрительных друзей или старые друзья стали немного странными. Наблюдаются изменения размеров зрачков, их увеличение или сужение независимо от освещения. Появление в доме пузырьков, бутылечек, бумажных трубок, закопченных ложечек, капсул. Наличие на теле синяков, следов инъекций, порезов. Следы инъекций могут быть на ладонях, в голове и других частях тела. Наличие шприцов, сушеной травы, непонятных таблеток, порошков, маленьких картинок, напоминающих марки. Нельзя допускать, чтобы кто-либо из ближайшего окружения наркомана был заинтересован в его извлечении более, нежели он сам. Особенно это относится к родителям. Разговоры о наркотиках – единственное и любимое развлечение наркомана. Долгие разговоры с ним на эту тему могут даже доставить удовольствие другим собеседникам. Но такие беседы не имеют лечебного значения и с этой точки зрения будут пустой тратой времени. Наркоман часто пытается убедить нас, причем нередко весьма впечатляюще, что хочет заняться чем-то серьезным. И чем более мы радуемся его энтузиазму, тем более он чувствует себя так, словно уже осуществил свое намерение, и обычно этим и ограничивается. Наркоманы испытывают большое удовольствие, если им удается вернуть в свою среду того, кто пытался вырваться из их круга. Поэтому полная смена окружения, например, переезд в другой город или местность,
увеличивает шансы подростка на разрыв с группами наркоманов, с старыми друзьями, а также самими наркотиками. Советы от специалистов. Не паниковать, не считайте себя виноватыми, не задабривайте, не кричите, не запугивайте, не плачьте. Прячьте ценные вещи, не давайте много денег. Не помогайте наркозависимому решать его проблемы с долгами. Будьте как можно более спокойны и тверды. Больше общайтесь с вашим ребенком в спокойной, доброжелательной форме, не оскорбляя и не отталкивая его. Старайтесь его понять. Общение даст вам больше реальности о нем и сложившейся ситуации. А вашему сыну или дочери даст больше реальности о ваших чувствах и целях относительно его или ее сложившейся ситуации. В общении старайтесь выяснить, какие наркотики, в каком количестве и как давно он употребляет. Где и у кого он берет наркотики, с кем принимает наркотики. Если подросток пытается скрыть употребление наркотиков, спокойно и твердо скажите, что вы его любите и доверяете ему. Но чтобы вы были спокойны, он должен пройти экспертизу на наркотики или экспресс-тест. Наркологическую экспертизу можно сделать в любом наркологическом диспансере. Но сначала нужно провести тест на наркотики в домашних условиях. Купить тест можно в аптеке.